Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что о вас говорят? Какой вас видят? Какие сплетни ходят за вашей спиной? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, какая у вас красивая тиара над головой. Видите, вот он, этот ободочек, тиара. Вы прям как ангел стоите. К вам люди тянутся. А вот человечек сердечко вам несет. А здесь кто-то против вас защиту ставит, боится вас до дрожи, до слез. Зуб на зуб не попадает. И посикивает, да? Вот настолько сильно боится. Какая бы необычная... Слушайте, у меня аж даже немножко по рукам пошло. Какая необычная энергетика пошла. Ваше самое сильное — это ваш ум. Вы такая умная. У вас такой непревзойденный интеллект. И я вам скажу, это даже немножко пугает. Мудрец. Мудрейшая, наимудрейшая. У вас тут прям не просто даже интеллект, а вот какое-то умение жить. Я бы даже сказала, выживать. Это, кстати, очень классный навык. Да? Вы умеете жить, вы можете выживать. Вы невероятно умная. У вас смекалка просто вот чертовская. Извините, но скажу, как вижу. Вы такое можете придумать, что никто не распутает. Либо так можете запутать, что это просто все. Сидеть и плакать. Невероятные мысли в голове, и они у вас так легко рождаются. Вот знаете, по щелчку. Раз, два, три, четыре. Все можете придумать. Любого можете запутать. К любому ключик подберете. Вы гениальная. Я не побоюсь этого слова, но вот то, что я вижу, тиара на голове, как сильная часть ваша, да? Сильный не орган, а часть тела. Это голова. Тиара, коронованная. Это не корона, это именно тиара. Вы в этой тиаре невероятно элегантные. Это подчеркивает ваш статус. Вы какая-то непростая, какая-то благородная мне идет. Отличаетесь, очень сильно отличаетесь от людей, среди которых находитесь. Вы даже от своих родственников очень сильно отличаетесь. Мне кажется, вы самая умная в своей семье. И все это чувствуют, понимаете? Все это даже на подсознании чувствуют. Не то, что там напрямую. И из-за этого даже близкие люди могут иногда с завистью на вас смотреть, либо от всего сердца восторгаться вашими успехами, вашими идеями, потому что они так не могут. Вроде кровь одна, да? Но вы можете, они не могут. Также тиара говорит о том, что у вас явно есть голубая кровь. Вы такая вот элитная девушка, женщина, принадлежите, да, голубым кровям. Даже, может быть, ее и немного, но вам больше всего передалось, либо вам больше всего досталось. Вот какая-то мне идет статусность, величие, грация, осанка. Вот вы идете, даже вот ночью, кромешная тьма, вы идете, а вас видно. От вас какое-то вот, как знаете, сияние исходит, да? Вашу харизму чувствуют люди. И животные, кстати, чувствуют. Как вам животные относятся? Мне кажется, животные просто вас обожают, так же, как и маленькие детки. Да, обожают, тянутся, слушаются, именно вас слушаются. Энергия, ваша энергия, она какая-то особенная. И также вижу ваше слабое место. Слабое место — это затворничество. Вы не привыкли себя афишировать, вы не любите блистать в разных кругах, да? Не любите суеты, не любите вот этих всех сплетен, размусоливаний, не любите
когда вот люди там в этих компаниях собираются, что-то там обсуждают, вас от этого тошнит. Ну да, вы высокоинтеллектуальный человек, вам всегда есть чем заняться, у вас есть там либо семья, да, любимый муж, дети, опять же, животные есть, либо у вас есть какие-то свои хобби, увлечения, интересы, даже вот кто-то книги очень любит читать, прям глотаете эти книги, обожаете читать. Кто-то творчеством занимается, и это ваша отдушина. То есть с такой-то властью, с такой-то харизмой, с таким-то интеллектом, да вы мир должны были покорить еще вчера, либо несколько дней назад. А вы нет, вы очень скромная в этом плане, прям более чем скромная. Знаете, вот как если сравнить, то, скорее всего, как больше затворница-отшельница. А могли бы править, а могли бы руководить, а могли бы на пальчике весь мир крутить. Но вам, скорее всего, этого не надо. Не надо, вы этого не хотите. Гениальная женщина, гениальные женщины пришли на мою отсыпку. И да, не скромничайте. Гениальность, она не зависит от того образования, которое вы получили. 1000 примеров, когда люди заканчивают престижные вузы и за границей, и у себя дома, а при этом 2 слов связать не могут, ничего сделать не могут, ничего придумать не могут. Как, знаете, эти баленки настоящие. А есть люди, которые вот сам себе учитель и ученик. И с таким-то интеллектом, господи, да какие вузы? Тут и без вуза все видно и понятно. Достаточно с вами там парой фраз перекинуться, и люди уже такие: о, ничего себе, вот это она знает, вот это знания, да, глубокие, глубинные, философские, метафорические, да, вот прям производите впечатление. И еще вижу, что вам очень легко проводить калибровку. Ну, буквально там достаточно несколько минут, и вы понимаете, что за человек перед вами стоит. Вы буквально все чувствуете: и страхи, и радости, и удовольствие, и что человеку нужно, чего человек боится, избегает. То есть, ну вот как скрин, да? Скрининг делаете, вы ходячие МРТ. Не обижайтесь, но я просто пытаюсь донести до вас информацию. Я сама в шоке от того, что я вижу. И да, возможно, я не очень удачно подбираю слова, но вы уж меня простите. Просто поймите, да, от такой неожиданности я растерялась. Я просто не ожидала увидеть такую прекрасную женщину. У вас еще и цифры рождения какие-то необычные. Понятно, что вы все родились в разные дни, но цифры рождения очень интересные. Но вот если вы увлекаетесь нумерологией, возможно, вам следует больше и глубже изучить, да, число вашего рождения, число вашей судьбы, предназначения. Там много удивительного. Много. Меня прям мурашить начало. Смотрите, у меня пальчики трусятся. У меня тремор пошел от перевозбуждения, что я вижу перед собой такую уникальную женщину. Смотрите, еще по поводу людей, которые к вам тянутся. Не все тянутся с добрыми намерениями. Есть люди, которые вот прям мечтают воспользоваться вами, либо эксплуатировать вас, либо как эти клещи, либо пиявки, впиться и не отпускать, да, сосать вашу энергию, пить вашу кровь, есть вашу плоть. И вы очень часто от этого страдали в прошлом. Сейчас вы уже научились распознавать и отбивать атаки таких людей. Раньше вы были очень скромны и позволяли на себе буквально ездить, себя доить. Теперь вы этого не позволяете. Вы очень сильно выросли за последнее время. А еще я вижу мужчину. Мужчина просто мерзопакостный. Но этот мужчина стал ускорителем и катализатором ваших очень таких качественных изменений, трансформаций. Вот если бы не он, вы бы еще как девочка были, да, в состоянии девочки-подростка. А сейчас передо мной прекрасная женщина в расцвете сил и в пике своей энергии вы мне идете. И все благодаря этому поганому мужчине. Видно, так он вам насолил, так он попытался там переписать вашу жизнь, либо вас переделать под себя, что даже такой добрый, благородный человек, вы взбунтовались. Вы сказали: иди подальше, иначе я за себя не отвечаю. Да? Может быть, мужчина вообще как этот был
чемодан без ручки, да, просто вот все возложил на вас, все заботы, тревоги, заработки, содержание, и вы вот тащили его по жизни и стали тем, кем вы есть, да, прокачались, как в тренажерку сходили, да, ну, либо ходили долго. Вы прям очень сильной стали. Сильнее, чем сама судьба предполагала, если честно, да. По плану вы еще такой не должны были быть. У вас как-то плавно должно было все развиваться, но вы опередили свое время. И очень, да, сильно прокачан интеллект. Вот кто занимается торговлей, это не финалочка, да, там дальше будет больше, там большой бизнес вам идет. Вот честно, я серьезно говорю. Такой прям, знаете, будете крутить, вертеть, и мужики будут в сторонке плакать и нервно всхлипывать по поводу вас, по поводу того бизнеса, который вы откроете. Кто занимается каким-то творчеством, либо какая-то творческая работа, ну или интеллектуальная, то ваше имя станет брендом, вашим собственным брендом и будет звучать во всем мире. Вы к этому идете, вам меньшего не надо. Вы на меньшее не согласны. Но так и должно быть, так правильно, да, так правильно. Кто у меня сейчас дома, и, например, вы домохозяйка, да, либо вы в декрете, либо вы уже на пенсии, вы такое себе дело найдете, вот прям и по душе, и по карману. Вы придумаете, вы все сможете, раскрутитесь так, что уже будет не остановить. И вот ваши там самые успешные подружки, которые там супер удачно вышли замуж за богатеньких, вот они будут прям завидовать, волосы на себе будут рвать, потому что вы ни от кого не зависите. Вы сама себе хозяйка. А они все-таки зависимы, да, от настроения, от состояния этого богатенького мужа. Очень-очень необычно все. Но вот вижу, что тяжело вам вот в личном стать счастливой. От большого ума, да, это есть, это присутствует, потому что глупого мужчину терпеть не будете, бездельника терпеть не будете соглашаться с глупыми идеями, с какими-то абсурдными требованиями, да, не позволите, чтобы мужчина вами управлял, не позволите, не захотите этого. Либо партнер должен вас уважать, либо этого партнера не должно быть в вашей жизни. Вы сейчас очень стали такой требовательной, и это правильно, это очень правильно. Это ваш рост. Так, люди, которые боятся вас, но они очень обоснованно вас боятся. Это не просто так, не какая-то блажь, не какая-то прихоть. Видно, уже были такие события, когда вы проявляли себя, свою силу. И плюс я вижу, что у вас какой-то особенный взгляд. Он не часто у вас появляется на лице, ну, глаза не часто, да, так смотрят, но когда это происходит, вот понимаете, солнце меркнет, становится жутко, становится холодно, холод пробирает до костей, кости мерзнут. Вот так умеете посмотреть на человека, что буквально там человек сидеет на глазах, да, сидеет вот от страха. А те, кто рядом находится, они ведь тоже чувствуют ваш взгляд, они его видят, им тоже страшно становится. Хочется просто рвать на себе волосы и бежать, куда глаза глядят, с криками «Мама, помогите!». Вот такой у вас взгляд. Но это прям сильно нужно вас вывести, да, чтобы у вас такой взгляд появился. Вы его не тренировали, вы ничего там с собой не делали. Это просто, как сказать, часть вас, да, часть той силы, которая есть в вас, часть вашего родового наследия. Посмотреть так, что и слов не надо. Да? Один взгляд гораздо сильнее работает, чем любое оружие и 1000 слов. Вот так вы умеете смотреть. И кто видел, те до сих пор забыть не могут. Да? По ночам в кошмарах снится. А на кого смотрели эти люди, они прям и в молитвах, и в крестах, и ладаном мажутся, да, пеплом голову посыпают, очень вас боятся, да, и в солевых этих кругах сидят. То есть они в вашем взгляде какой-то, ну, как знаете, другой мир увидели, либо какой-то ужас, либо свою расправу, ну, расправу над собой, либо им показалось, что это взгляд там самого темного господина, да, вот настолько страшно было, вот настолько дыхание сдавило, перехватило, как будто бы в солнечное сплетение ударили, ну, либо по причинному месту. Да, ваш этот взгляд — страшное оружие, но вы умеете им пользоваться и не пользуетесь просто так.
Это когда уже прям совсем все аргументы закончились, а у такой умной женщины аргументов очень много, но иногда приходится применять, иногда да. И еще вижу вашим недостатком это то, что вы очень добры с теми, кого любите. Балуете людей, да? Есть такой грешок за вами, признавайтесь. Балуете. С одной стороны, в принципе, а кого вам баловать? Конечно, тех, кого вы любите. А с другой стороны, можно сказать, что иногда вы от этого страдаете, да? Иногда вы понимаете, что дали слабину, ну, уже что поделаешь, что случилось, то случилось. Но если это ваши дети, то переживать не надо. С возрастом ваши дети, они оценят то, как вы их воспитывали, то, как вы их поднимали, какие зерна знаний в них посеяли. Они это все оценят и не раз вам спасибо скажут. Даже если сейчас, например, отношения, ну так себе, не очень. Но опять же, в силу возраста, да, подростки, гормоны, это понятно. Либо там маленький ребенок еще, да, не понимает многих вещей. Если мы говорим про родственников, ну вы знаете, я скажу, что родственники, несмотря на то, что могут вами пользоваться, да, и вы их тоже можете баловать, очень сильно вас ценят. Очень сильно. Ну, они же взрослые люди, они понимают, что вы как дар небес, вы как джекпот, который свалился им на головы, да, в их жизни вошел. Конечно, они вас ценят. Ценят, и я вижу, что вот всегда последнее слово за вами. Ну вот так было, так оно и есть. Так, еще. Что про вас говорят? Ну, разное говорят. Говорят, что вы вот как-то временем умеете управлять, что вы не та, за кого себя выдаете, что вы какие-то связи имеете. Говорят, вот, что у вас какой-то титулованный любовник есть, которого вы от всех прячете. Говорят, что вы душу дьяволу продали, теперь темной магией владеете. Разное говорят. Ну, я просто перечисляю то, что я вижу. Я понимаю, что это смешно звучит, но это же люди говорят. И я думаю, что вы даже чувствуете, кто что про вас говорит. Вот прям есть такое, что вы людей сканируете, вы про человека все сразу понимаете и даже понимаете наперед. Вот на что этот человек в принципе способен. Вот ваша оценка — это прям нечто гениальное. Да? Нечто гениальное. Вот мне, например, нужны карты, чтобы там на человека посмотреть, либо отсыпку сделать. А вам ничего не надо. Вы просто вот посмотрели, и вы и увидели, и почувствовали, информация в мозгу у вас появилась. Вот. Это гениально на самом деле. И еще вижу, что все ваши выводы, они всегда правдивые. Вы еще ни разу не ошиблись. Ни разу. Нет, было такое, что вам интуиция и разум одно говорили, а сердце другое подсказывало. И вы иногда шли путем сердца. А как мы знаем, этот путь, он иногда такой себе, не очень. Все-таки надо слушать интуицию, надо слушать свою голову. Да, сердце должно быть горячим, а голова должна быть холодной. Вот. А у вас, видно, сильно была холодная голова. Либо вы ее просто отключили, типа не мешай, да, не мешай. Но это, скорее всего, как в любви у вас такое, наверное, было. Сердце взяло верх над разумом. Но это как разовые события, да, не всегда так происходит. А еще я вижу, что вы вот все, что скажете, то и сбудется. Это может сбыться как сразу, прямо сейчас, там, через минуту, через час, там, в течение суток, так и, например, даже через несколько лет. То есть и близко видите, и далеко видите. Не всегда вы рассказываете о своих прогнозах. Не потому, что не верите в них, а потому, что считаете, что людям не нужно это знать. Да? Не все достойны знать правду. Либо не все эту правду могут использовать. Это тоже есть. Вы тогда записывайте. Вот записывайте, и все. Пусть будет. Оно вам пригодится. Потом поймете, для чего и зачем. И еще я вижу, что у вас есть уникальная особенность. Вы к любому человеку можете подобрать ключик. То есть, чувствуя людей, сканируя их, вы понимаете, что человеку нужно, что человек хочет. Да? Кто-то хочет, чтобы его там нализывали, да, льстили ему. Кто-то хочет, чтобы ему только лишь правду говорили. Кто-то хочет, чтобы вообще ничего не говорили и молчали. Да? И такие люди присутствуют. Вы, да, к любому можете подобрать ключик, и в этом ваша уникальность, да, в этом ваша особенность. Не раз эта особенность вам помогала.
И не раз даже беду от вас какую-то отводила. Вот прям в прямом смысле слова. А расскажите мне, что это за история такая с цыганями? Вот вижу, что у вас вот с цыганями что-то было. Ну, я, конечно, извиняюсь, да. Вообще ромы правильно говорить. Но как этнос, да, как некую культурную ветвь все-таки принято называть цыгане. Также знаю, что ромы иногда обижаются, когда их так называют. Ну, тем не менее, вот есть такое историческое название, извините, уважаемые ромы, никого не хочу обидеть. Вот вижу, что была какая-то история, что вы преодолели вот этот гипноз цыганский. Вас типа гипнотизировали, хотели у вас что-то забрать, но вы прям такая: стоп, что происходит? Там милиция, полиция, ау, сейчас я сама на вас порчу наведу. Вот как, знаете, они вас испугались очень сильно. Вот я это вижу. Они вас на своем языке назвали, и вот то, что они сказали, оно переводится как, ну, какая-то особенная женщина, либо, не знаю, может, мудрая женщина. То есть вы подумали, что оскорбление, но нет, это не оскорбление, это именно был как комплимент, да, либо не комплимент, а именно назвали вот как оно есть, да. Ну, я не знаю ромского языка, к сожалению. Я опять же знаю, что у них у разных, скажем так, ветвей и язык может отличаться. Но тем не менее, вот это не было оскорбление, они просто были в шоке. И они такие: ничего себе. Знаете, как не за свою признали, но за высшую, да, вот как нечто особенное, да, некто особенное. Вот как-то так мне идет. Да, вы даже это умеете. Может, вы и сами не поняли, как это произошло, но вы как очнулись, да? Вы очнулись, вы поняли, что что-то происходит не то, но вас, видно, и этот гипноз не берет, да? Цыганский гипноз не берет. Что уж говорить про всех остальных. Если кто-то что-то против вас думает, вы это уже начинаете чувствовать, я это вижу. И очень часто ломаете планы этим недоброжелателям, чем ввергаете их в страх и ужас. Не знаю, против вас защиту ставят. Либо не против вас, а от вас ставят защиту. Вы будете смеяться, но это так. Вот несколько людей точно ставят защиту на себя, на свой дом, на своих близких. И защищаются они не от какого-то зла, да? Не от темной силы, а конкретно от вас. Потому что боятся до истерики, до паники. У какой-то женщины вообще нервный срыв из-за вас. Не знаю, то ли соперница, то ли конкурентка какая-то, то ли вражина какая-то. Вы понимаете, когда вы появились в ее жизни, у нее было две волны. Одна волна была неглубокая, это была волна ее собственной зависти, которая ее пыталась накрыть. Ну, не накрыла, но где-то к горлу подошла. А вторая волна — это волна страха и ужаса от того, что все, что она для вас желала, у нее исполнялось. Буквально у нее. Не успела она задумать, пожелать, либо не успела какой-то там ритуал, обряд выполнить, у нее это сбылось. И она такая: да как это может быть, да что это, да почему, да, вот какие-то такие у нее мысли в голове, прям жить страшно, ей страшно жить, она не знает, что будет дальше. И как это все преодолеть, она тоже не знает. Куда бежать, куда прятаться, подскажите этой бедной женщине. Ну, возможно, это ее действительно охладит еще, чтобы она никакого негатива другим людям не делала, чтобы она понимала, что каждое действие может встретить противодействие. Да? И то, что ты другому желаешь, можешь моментально это получить и испытать на своей шкуре в своей жизни. Так, еще есть некий мужчина, который про вас сплетни распускал. Мужчина, который в постели вообще никакой, если честно. Вот прям совсем никакой. Но очень любит похвалиться, что я там и то могу, и это могу. Да у меня все счастливые ходят, да у меня там опыта выше крыши. А на самом деле такое, знаете, ни о чем. Аж грустно становится. Мужчина, которому вы правду сказали, вы ему какую-то правду сказали, вы, ну не то чтобы оскорбили, вы ему правду сказали, да, про него, про его там свойства, качества и характеристики, и сказали как-то прилюдно, то есть вы его, ну, не опозорили, в его глазах опозорили, на самом деле вы просто сказали правду, подытожили, да,
И вот он решил вам отомстить, распространяя о вас какие-то сплетни по поводу того, что вы фригидная, по поводу того, что вы голодная, одинокая, холодная, что вы там на любого готовы кинуться, и вот типа он вам отказал, а вы там беситесь из-за этого. Смотрите, этот мужчина, после того, как он это сделал, буквально у него это не работает. Прям совсем. Даже вообще ничего не работает. Как тряпочка, понимаете? Санная тряпочка болтается. И еще, как, знаете, ну, наверное, это неправильно сказать, но скажу, как уменьшился, либо усыхать начал. У него вот это вот как, что все время в туалет хочешь, да, и бесит больно. Я не уролог, я не разбираюсь, я просто вижу, вот у него еще это началось. То есть мало того, что не работает, начал усыхать, так еще и вот эта болезнь началась. Простата, наверное, или что-то в этом ключе. Вот, так он в таком ужасе. Вот кто теперь фригидный? А? У кого там голод теперь? Ну, у него не голод, у него паника, ну, потому что это же его тетюрка. А как он ее теперь? Не работает, да? Как он без нее? Не поменяешь на новую. Вот, и он, скорее всего, ходил куда-то. К какой-то бабушке мне идет, он ходил. И эта бабушка ему там чуть ли полбу не дала. Говорит, ты что ж ты наделал? Ты кого обидел? Ты кому дорогу перешел? И вот ему не помогли. Сейчас вот он лечится, а лечение тоже не помогает. Не снять с него это не смогли, ну потому что вы ничего не делали, да? Это просто за вас наказали, ваши защитники наказали. И традиционная медицина тоже не дает результатов. А представляете, как ему сейчас жить страшно и больно, и грустно? Был же таким героем-любовником, а теперь все сдулся. Вот его я тоже вижу. Боится страшно. Иногда вас там по-тихому сам про себя проклинает, что типа, ах, ведьма, ты там меня туда-сюда. И тут же говорит, чур мне, чур, я не хотел, простите. Да. И хочется и колется, да, против вас что-то сделать. Нет, письма не работает, все, отстрелялся. Дальше. Ну, про плохих я больше не хочу говорить, там уже такое по мелочи осталось. Про хорошее хочу сказать. Вы как будто бы какому-то человеку жизнь спасли. Это может быть и мужчина, и женщина, я не могу вам четко сказать. Но вот человек и сам уверен в том, что именно вы спасли ему жизнь, либо ей, и другим людям про вас рассказывает. А еще этот человек постоянно за вас молится. Ходит в храм, ставит свечи. Человек каждый день перед сном благодарит вас, ну, читает молитву, благодарит вас и просит высшие силы, чтобы у вас все было, чтобы вы бодрствовали, не болели, чтобы высшие силы вас оберегали, защищали, чтобы мечты ваши исполнялись. Вот такой вот прям благородный и благодарный человек оказался. И, возможно, вы уже об этом не помните и не знаете, а человек до сих пор славит ваше имя по земле. И вот людям рассказывает о вашем добре, о том, что вот если бы не вы, то этого человека бы сейчас не было. Прям ценит. Вы как вторая, кто мама, да, для этого человека. Ну, в переносном смысле слова. И человек никогда не забудет то, что вы сделали. Что вы сделали, не могу сказать, вы все разные. Но вот мне идет, как жизнь спасли. Либо ваше вмешательство стало спасительным, либо вы что-то сказали, либо что-то сделали. Но человек преисполнен благодарности и будет, пока живет, да, молиться за вас. И каждый день благодарить судьбу и вас за то, что так все случилось. Это прям факт. Мои дорогие, я вижу в будущем вас ждет какое-то решение, к которому вы все ближе и ближе подбираетесь. И это решение, знаете, как будто бы на несколько ступеней поднимает вас выше. Решение очень благополучное, либо ситуация очень благополучная, и вы примете решение воспользоваться, да, и вашу жизнь как на несколько ступеней поднимет вверх. И то, что сейчас у вас там не ладится, либо есть какие-то переживания, вы расстроены, либо о чем-то думаете усиленно, поверьте, выбор сделаете, а выбор вы точно сделаете правильный,
и вот все это отпадет. Просто отпадет, как будто бы и не было. Вот наконец-таки сможете пожить той жизнью, о которой вы всегда мечтали, но не имели. Вот мне идет какая-то особенная, привилегированная, успешная жизнь, насыщенная, богатая, счастливая. Тут, дай Боже. Вот я вижу эту жизнь. Вы к этому идете. Я так понимаю, что уже там совсем недолго осталось, и скоро все случится. Дай Боже, чтобы все случилось. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.